эфире БСТ, передача «Интервью», в студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях адвокат Артем Фазлидинов, и с ним мы поговорим о салонах красоты, на которые в последнее время, к сожалению, жалуются представительницы прекрасного пола. Артем, здравствуй. Артем, ну по твоим наблюдениям, больше ли уголовных дел сейчас вообще рассматриваются в судах? Из года в год вообще тенденция как растет? Или могу сказать о том, что действительно тема достаточно актуальная, и такие вопросы, запросы, скажем так, с проблематикой вот по данной категории, собственно, правоотношений, она действительно существует, и сложно сказать о том, в какую сторону, в большую или меньшую, склоняется статистика, но тем не менее люди с такими проблемами сталкиваются, и я думаю, что основная проблема заключается в том, что в большинстве своем люди просто не знают, куда бежать, что делать, как фиксировать, куда обращаться. И алгоритм действий. Да. Ну и, собственно, тогда и второй вопрос тебе. Вот что делать, если ты попал в такую неприятную ситуацию, когда тебе оказали некачественную услугу, как ты считаешь? Ну, во-первых, не стоит затягивать с проблемами. Во-первых, если уж так сложилось, что обратились к каким-то непрофессионалам, да, либо, скажем так, косметологам на дому, то, естественно, нужно все фиксировать, как в цифровом виде, если это взаимоотношения были как-то в виде там, переписок, каких-то там телефонных переговоров, да, потому что зачастую как бы договорных отношений между частниками, я имею в виду участников, ну, скажем так, доморощенных, да, специалистов с людьми не заключается, поэтому, естественно, нужно как-то максимально фиксировать именно контакт, обращение, что обсуждали, по поводу чего обращались, ну, естественно, не упускать время на исправление того вреда, который был причинен. Ну, тут, конечно, возникают вопросы к представительницам прекрасного пола. Зачем тогда вообще обращаться к неквалифицированным специалистам, которые, грубо говоря, принимают на дому там, ну, или в каких-то полуподвальных помещениях? Ну, это менталитет. То есть зачастую люди просто думают о том, что там, где дешевле, там лучше. Разумеется, это не так, поэтому здесь как бы надо дважды подумать, прежде чем обращаться к тем, кто пытается что-то там ввести, какую-то инъекцию в домашних условиях. Ну, не зря говорят, да, еще красота страшная сила. Да, либо скупой платит дважды, потому что все эти, скажем так, косяки потом впоследствии так или иначе придется исправлять уже квалифицированным специалистам, чьи услуги, естественно, будут стоить дороже. Ну, а что касаемо квалифицированных специалистов, я так понимаю, у них у всех должна быть какая-то лицензия определенная. Существует разница косметические услуги и косметологические. Вот косметологические услуги, собственно, это те, которые связаны с различного рода инъекциями, депиляция та же самая, то есть они подлежат обязательному лицензированию. Косметические услуги – это так называемые визажисты, бровисты. На данную сферу, естественно, лицензия не нужна. Что касается лицензирования, их выдает Росздравнадзор. Это своего рода надзорный орган, да? Да, контрольно-надзорный орган, который, собственно, осуществляет проверку салонов, ну, частных клиник. То есть у них должна быть лицензия только от Росздравнадзора. Никакие там сертификаты нью-йоркского происхождения, грубо говоря, да? Они сертификаты своего рода как повышение квалификации, они, безусловно, имеют место быть, но в основном это в косметическом секторе. Вот, в косметологическом это мы уже говорим о медицине. То есть это специалисты, которые обучались на это в высших учебных заведениях, имеют медицинское образование, то есть это по сути свои медики. Скажи, пожалуйста, вот вообще на стадии следствия тяжело ли расследуются вообще такие уголовные дела в отношении некомпетентных салонов красоты и их специалистов? Есть сложность, которая заключается в основном в экспертном исследовании, потому что это сфера, которая требует определенных узких познаний, поэтому это зачастую самая трудоемкая и по времени затратная, то есть процедура. Да, вот, кстати, некоторые пострадавшие как раз-таки жалуются на то, что якобы следствие затягивается, но на самом-то деле это все... Да, когда по такого рода категориям дел возбуждаются уголовные дела, то, естественно,
следствие уходит в экспертное исследование, то есть зачастую там огромная очередь, почти в 90% случаях эти экспертизы платные, то есть это если в рамках следствия, ладно, там за счет, условно говоря, бюджета все это выделяется, но опять-таки есть определенные там бюрократические процедуры, да, там проволочки, которые, естественно, на выходе влияют на сроки следствия, ну и в целом на затягивание. Ну, довели дело до суда. Как правило, вообще какие санкции грозят вот некомпетентным таким специалистам? Там, насколько я знаю, вплоть до реального лишения свободы. Ну, реальное лишение свободы очень редко по данным статьям, конечно, назначается, потому что сама по себе, с точки зрения уголовного закона, статья за ненадлежащее оказание услуг, она подпадает под категорию небольшой тяжести. То есть тут, с другой стороны, кроется еще, скажем так, оборотная сторона медали, потому что пока идут все экспертные исследования, следственные действия там, и так далее и тому подобное, зачастую просто даже сроки давности истекают. И так называемый специалист, да, который оказал ненадлежащую услугу, он уходит от ответственности таким образом. Выходит из воды сухими. Да. Но в то же время есть гражданско-правовая ответственность, ничто не мешает. То есть одна дорога, только в суд. По сути, да, на выходе. Как показывает моя журналистская практика, пациенты, которые считают, что им оказали некачественную косметологическую услугу, говорят, что они правы. А косметолог, который оказывал услугу, говорит, что пациент не прав. И вот в суде они как долго вообще могут длиться вот эти судебные процессы? Вот поэтому всегда, хоть на стадии следствия в рамках уголовного дела, хоть в рамках выяснения гражданско-правовых отношений в суде, всегда привлекаются специалисты и проводится экспертиза. То есть качество оказания помощи. Только вот имея на руках вот эти документы необходимые, следователь же может прийти к определенному выводу, да? Да. То есть если мы говорим про уголовное преследование, то есть там одним из важных критериев является реальность угрозы, то есть причинение вреда здоровью либо жизни человека. То есть это непосредственно экспертный критерий, собственно, в гражданском правовом аспекте, то есть там по сути своей наличие причинно-следственной связи не обязательно, но выявление дефектов оказания той или иной услуги, да, в тех или иных услугах, это опять-таки вопрос экспертного характера. Ну, косметологи, наверное, тоже должны понимать, что эти процедуры, которые они делают своим пациентам, это индивидуально. То есть, если они сделали 5 пациенткам там одну и ту же процедуру, то на 6-го она может повлиять как-то, в плохом, так скажем, это свете. Как раз-таки и подразумевает вот разницу, собственно, и в цене в том числе, потому что если вы приходите в клинику, у которой есть все соответствующие сертификаты и лицензии, то, естественно, понимаете, у них ведь оборудование надлежащее, у них легко отслеживаемые медицинские препараты. То есть там более прозрачно все становится, потому что они во всяком случае следят и за сроком годности, и за условиями хранения, и так или иначе перед любым, скажем так, уколом либо инъекцией, да, какая-то беседа с пациентом-то в любом случае проводится на предмет каких-то аллергических реакций, противопоказаний и так далее и тому подобное. Естественно, когда вы гонитесь за низкой ценой где-то в полуподвальных помещениях, пытаетесь там омолодить свою кожу, вряд ли с вами будут беседовать и выявлять, какие там у вас аллергические реакции, там, противопоказания и так далее есть. Ужасно, конечно, ужасно. Вот смотри, вот у нас есть на примере, то есть, да, в Уфе сейчас 3 уголовных дела, которых только я знаю, расследуются в отношении недобросовестных, так скажем, косметологов, и при этом один из косметологов, в отношении которого уже возбуждено, кстати, уголовное дело, он продолжает принимать своих пациентов. Вот что делать-то сейчас другим людям, которые продолжают ходить, и он продолжает их вредить им, так скажем? Здесь проблема кроется в том, что любой запрет заниматься той или иной деятельностью, он может быть установлен только по решению суда. Поэтому, как я понимаю, это как раз-таки мы возвращаемся к тому, что вот эти вот сроки, насколько я знаю из этих историй, они как раз-таки длятся уже там не первый год. Собственно, по этому поводу и
кроется выявление именно причинно-следственных связей, кто прав, кто виноват. И поэтому она и продолжает свободно, собственно, работать. Ну, а можно как-то вообще выявить высококвалифицированного специалиста от специалиста, который... Обращать внимание на, понимаете, если вот вы приходите в клинику, которая, пусть даже это частная клиника, но которая надлежащим образом оформлена, имеет лицензии Росздравнадзора, то в таких, скажем так, благоприятных местах у них ведь как минимум есть информационный стенд, где есть информация о всех, о персонале, да, у кого какой стаж работы, какая квалификация, там, ученая, неученая степень и так далее. То есть, лицензия та же самая. Да, лицензия, конечно, это в первую очередь. То есть, во всяком случае, вы уже на каком-то визуальном уровне можете убедиться в том, что вы пришли по адресу. Если вы пришли к кому-то в какое-то, ну, по сарафанному радио там, или по отзывам, да, купленным. В какой-то непонятный офис, подвал, я не знаю, квартиру, то маловероятно вы будете довольны такими процедурами на выходе. Ну, к сожалению, эфирное время у нас заканчивается, Артем. Может быть, еще несколько советов для телезрителей телеканала БСТ. Вот еще раз, что делать, куда обращаться, если вы стали жертвой косметолога? Значит, если вы стали жертвой косметолога, в первую очередь контрольно-надзорные функции за данными специалистами осуществляет Росздравнадзор, Роспотребнадзор. Ну и если последствия, скажем так, зашли совсем далеко, то, безусловно, надо обращаться в правоохранительные органы параллельно, одно другого не исключает, чтобы своевременно были изъяты все медицинские документы, истребованы, чтобы не было никаких исправлений, дописок, утрат, уничтожений и прочего. Вот. Ну и, соответственно, быть более бдительными. Ну, если вы, наверное, затратили какие-то определенную сумму на свое лечение, обязательно сохраняйте. Да, безусловно. Все документы, все, что касается договорных отношений с клиниками, со специалистами, то есть, да, как вы это все оформляли, как вы приходили к тем или иным договоренностям, все это нужно, естественно, сохранять, все документы, потому что они впоследствии будут полезны. Спасибо большое, Артем, что нашел время, пришел к нам в студию, ответил на наши вопросы. Я напомню, что в гостях у нас был адвокат Артем Фазлидинов. Я же с вами прощаюсь, ну а вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.